Ситуация на границе с Казахстаном. Абылгазиев объяснил молчание властей. По словам кыргызстанского премьера, он трижды проводил переговоры с главой Кабмина соседней страны. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства пообещал, что ситуация на кыргызско-казахской границе скоро улучшится. По словам Абылгазиева, он трижды проводил переговоры с главой Кабмина Республики Казахстан Аскаром Маминым. Наша позиция должны соблюдаться соглашения в рамках ЕАЭС. Накануне в кабинете премьер-министра Казахстана прошли переговоры с участием руководства таможенной службы. Пришли к верному решению. Думаю, завтра-послезавтра увидим результаты, сказал Абылгазиев. Он подчеркнул, что ради своих интересов мы должны требовать от партнеров, чтобы они четко выполняли соглашение. Некоторые говорят, что мы молчим, но есть ряд вопросов, которые решаются тихо, путем переговоров, отметил глава правительства. 19 марта на кыргызско-казахской границе был усилен контроль в отношении авто, груженных товарами народного потребления. При этом каждое транспортное средство, перевозящее товар, подвергается тщательному досмотру, в связи с чем время пересечения границы значительно увеличивается. В настоящее время там стоит более 250 грузовых машин. Министерство экономики уже предложило правительству отозвать министров из Кыргызской республики в составе Евразийской экономической комиссии для проведения консультаций. Нурмагомедов Конору. Ты ошибаешься, если думаешь, что тебе ничего не угрожает. Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальные твиты ирландца Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор назвал супругу Нурмагомедова, одетую в хиджаб, полотенцем. Данный комментарий многие сочли оскорбительным по отношению к мусульманам. Если ты думаешь, что можешь оскорблять целую религию и чувствовать себя в безопасности, то ты ошибаешься, написал Нурмагомедов в Твиттере. Отметим, что Макгрегор вскоре удалил твит, в котором назвал супругу Хабиба полотенцем, но в интернете уже разошлись скриншоты. Напомним, что Макгрегор и Нурмагомедов встретились на ринге в 2018 году. Тогда победу удушающим приемом одержал российский боец. Сразу после боя возникла потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора. Как объяснил российский боец, к конфликту привели оскорбительные комментарии Макгрегора перед боем. Кыргызстанку Мадину Талипбек номинировали на государственную кинопремию Узбекистана. Актриса театра и кино Мадина Талипбек претендует на государственную кинопремию Узбекистана в номинации «Лучшая женская роль». Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте и попросила подписчиков пожелать ей удачи. В список номинантов ее включили за роль Асель в фильме «Дельберим», снятом по повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Церемония награждения пройдет 10 апреля в Ташкенте. Напомним, фильм «Дельберим» снимали по повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке» кинематографисты Кыргызстана и Узбекистана. В главных ролях известные актеры двух стран Элина Абайкызы, Мадина Талипбек, Адиз Раджабов и Улугбек Кадыров.